вступление о том, что проект на самом деле фундаментально и качественно изменяет структуру политической власти, систему власти и ее архитектуру. Ключевые такие вот основные аспекты, которые я озвучил, а потом постараюсь более подробно их раскрыть. Первые вещи, первые тезисы, которые именно показывают изменения. В рамках модели и этого проекта президент является главой государства, гарантом строя, но при этом он перестает быть главой исполнительной власти. Главой исполнительной власти становится премьер-министр, который возглавляет правительство. То есть в этом вопросе происходит сильное смещение акцентов на принимаемые решения, на координацию действий и на инструменты влияния и воздействия. Таким образом, реализован один из, скажем так, общественных критериев и один из вызовов, который был связан с перераспределением полномочий между президентом, парламентом и другими системами власти. Парламент – это 45 человек, 45 депутатов, но в этой концепции, в этой модели парламент качественно меняется, качественно и количественно, как вы поняли. В рамках системы формирования правительства он получает в этой модели реальные, не эффективные, не декларативные, не декоративные, а именно реальные и такие рабочие механизмы по формированию правительства. В том числе формирование, разумеется, и вопросы влияния, отставки целиком или по отдельности. Я озвучу проект, поэтому надо понимать, что он очень подробный, и тут 17 страниц, разумеется, не будем говорить про каждую строчку каждой статьи, потому что это будет очень долго и можем уйти в детали. У вас всех будет проект, можно будет ознакомиться в каких-то вещах. Я постараюсь выделить именно те аспекты, которые меняются и меняют сильно жизнь и наше устройство. Буду идти по порядку. Значит, президент. Он формирует Совет Безопасности и его возглавляет. Он предлагает президенту военную доктрину на утверждение парламента. Другие функции, я опять же говорю, там где не повторяются, я буду стараться просто их пропускать, чтобы они не отнимали лишнее время. Предлагает концепцию внешней политики на утверждение парламента. Другие функции, опять же, я пока уберу, чтобы не перегружать. Парламент. Во-первых, важный нюанс в том, что теперь в Конституции закреплен статус спикера. Отдельная есть статья, которая определяет роль и полномочия спикера. Сам парламент, разумеется, приобретает гораздо больше прав, гораздо больше полномочий. Прежде всего, разумеется, как и сейчас принимает законы, то есть эта функция не может быть у него отнята, она остается. Мы вводим по парламенту полномочия давать официальное толкование законов. То, что сегодня является пробелом и то, что вызывает актуальную потребность в тех или иных ситуациях, когда эта норма права неопределенная и возникают сложности с ее применением. Парламент утверждает государственный бюджет, контролирует его исполнение и принимает отчет об его исполнении. Утверждает концепцию внешней политики по предложению президента, стыкующиеся нормы. Формирует правительство в том порядке, который я ниже озвучу, и он показывает многообразие этого процесса. Он очень непростой и он сильно отличается от того, что мы имеем сейчас. Выражает вотум недоверия правительству или отдельным его членам. Осуществляет парламентский контроль. Заслуживает ежегодные отчеты премьер-министра. Принимает решение об отрешении президента о должности в порядке, предусмотренном Конституцией. Парламент по предложению не менее 1/5 депутатов выражает тот самый вотум недоверия отдельным его членам или либо всему составу. Что касается
процедуры назначения правительства. То, что, как правило, называем. Еще добавлю по премьер-министру все-таки. Важный момент. Премьер-министр, по нему есть отдельная также статья, определяющая его статус, его полномочия. Премьер-министр организует работу правительства, осуществляет контроль за деятельностью центральных и местных органов госуправления, обеспечивает подотчетность правительства парламенту. Вопросы, касающиеся формирования правительства. То, что вызывает, как правило, наибольший интерес, и то, что часто становится камнем преткновения в тех или иных вопросах. Порядок выглядит следующим образом. После первого заседания нового парламента или отставки предыдущего правительства в течение 14 дней президент предлагает парламенту кандидатуру премьера, состав и структуру правительства, программу деятельности. Парламент либо выражает одобрение такой инициативе простым большинством, и в таком случае правительство сформировано. В случае, если инициатива, кандидаты, то, что было предложено президентом, не находит поддержки в парламенте, то в таком случае эта инициатива переходит в самом парламент. 1/5 депутатов, точнее не менее 1/5 депутатов, выдвигают по своей инициативе премьер-министра, состав, структуру правительства и программу деятельности. То есть в данном случае может быть и не одна, может быть 2-3 предложения. На этом этапе сам парламент выражает простым большинством одобрение предложенных их же коллегами, либо их же группами инициатив. Опять же, в случае одобрения большинством правительство становится сформировано. В случае, если и на этом этапе парламенту не удастся принять решение по формированию правительства, что маловероятно, но в теории может случиться, поэтому должен быть сценарий, предусматривающий и такой исход событий. В таком случае президент самостоятельно назначает премьера, состав правительства с программой деятельности, которая имеет место быть, и парламент выражает одобрение уже предложенному правительству, а если он не одобряет уже на этом этапе, то он распускается и новые выборы. То есть парламент, который не смог формировать правительство, не предложенное президентом, не предложенное своим составом, он в такой концепции, в такой модели, получается, не в состоянии дальнейшее вести практическую работу. Это общий контур, это проект.